С детства мы верим в волшебство новогоднего праздника. Дети с родителями готовятся к торжеству и, спрятавшись, пишут письма Деду Морозу о своих мечтах и о том, какие подарки хотят увидеть под елочкой. В канун Нового года каждый из нас может стать волшебником и осуществить желание ребенка. Ежегодно фонд Ашана и благотворительная организация Керас проводят акции «Ассир Хамтас» и «Стань Дедом Морозом». В этом году было принято решение объединить эти акции в одну под названием «Ашанацла. Елка чудес» и установить волшебную елку на платформе ГУМА. Пришла такая идея объединить усилия вот этих всех, в кавычках, Дедов Морозов и Снегурочек, тех людей, которые берут детские письма и исполняют желания, мечты детей, вот в такую визуально интересную историю про то, что журавлики оригами будут разлетаться вот с этой главной елки и разлетаться по всей Абхазии, чтобы выполнить желания, которые дети написали на этих письмах. Особенность в том, что не так много общих акций у этих двух благотворительных фондов, и хотелось бы показать, что не имеет значения, что это ребенок, который подопечный Кераза, или ребенок, который подопечный фонда Ашана, а просто ребенок, у которого есть желание, у которого есть мечта, и любой желающий может ее исполнить. На елке чудес Ашанацла висят бумажные журавлики. На каждом из них отмечены буквы и номер, по которым затем определяются письма детей. В этом году дети своими руками вырезали оригами в виде журавликов, и дети писали письма Деду Морозу и Снегурочке. Я подчеркну еще раз, это подопечные двух фондов, и каждый желающий может снять журавлик и соответствующее этому номеру письмо забрать, чтобы исполнить желание одного из подопечных. Идея с журавликами оригами возникла у Хиблы Возба не случайно. Она символизирует древнюю японскую легенду. Согласно традиции, желание, вложенное при складывании журавлика, обязательно исполнится. Была бы очень сложная история, если бы каждый ребенок сам складывал этого журавлика. Некоторые дети очень маленькие, некоторые не могут физически это сделать. И мы обратились за помощью к руководству интерната Сухумского. Они всегда помогают нам в различных мероприятиях и акциях. И под руководством учителя труда Илоны Гварамия, дети, которые ходят в кружок и вот на уроках труда, они изготовили для нас вот этих всех журавликов, для того, чтобы мы могли потом уже их с письмами состыковать. На волшебной елке 250 журавликов с заветными желаниями детей. А остальные письма находятся в офисах фонда. Дети просят о разном. Это и канцелярские принадлежности, обувь, теплые вещи, игрушки. Однако встречаются и необычные пожелания. Некоторые мечтают встретиться и пообщаться со своими кумирами. В этом году есть такие несколько интересных писем, на которые стоит обратить внимание. Одно из таких – это письмо нашего мальчика Марытхуа, который мечтает встретиться с певицей Сати Какубава. Не хотим раскрывать секрет, но думаем, что это желание его исполнится. Надеюсь, он не увидит этот репортаж, потому что это должен быть для него секрет. Также есть мальчик, который попросил встретиться с нашим спортсменом, знаменитым, всемирно известным Денисом Царгуш. Тоже у нас большая надежда, что все-таки его желание исполнится, так как ребенок по состоянию здоровья не может заниматься спортом, и у него была такая мечта хотя бы увидеть своего любимого спортсмена. И еще одно интересное желание у Батала. Честно говоря, когда я прочитала это письмо, я много раз это правда он написал, это правда его желание, потому что мне немножко не верилось. И мама сказала, что когда он писал это письмо, он вот не верил, что это может исполниться, но все-таки писал со слезами на глазах. Он мечтает встретиться с нашим артистом Анатолием Алтайбо. Акция «Ашанацла» стартовала 10 декабря. И, по словам организаторов, коллективы школ, детских садов, организаций активно принимают в ней участие. В преддверии Нового года все ждут чуда. Акция «Ашанацла» укрепляет веру в лучшее, а это чувство бесценно. Праздничное завершение акции и вручение подарков пройдет 26 декабря на станции ГУМА. Шазина Ханагу, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.